Здравствуйте, ребята! Тема нашего урока – числа от 11 до 100, образование чисел и поместное значение цифр. На уроке мы с вами познакомимся с образованием чисел до 100 и научимся определять поместное значение цифр. Телеурок. Начинаем мы опять решать, отгадывать, смекать. Ребята, решим задачу на смекалку. Айпери, Катя и Ира одеты в платья разных цветов. Синее, желтое и белое. У Кати платье не белое и не желтое. У Айпери платье не белое. Какого же цвета платье каждой девочки? Составим таблицу. Мы знаем, так как у Кати платье не желтое и не белое, значит у нее платье синего цвета. У Айпери не белое, значит у нее желтое. У Иры платье белого цвета. Решим цепочку. Первая цепочка. 9 плюс 9 равно 18. 18 минус 10 равно, правильно, в ответе 8. Вторая цепочка. 9 плюс 8 равно 17. 17 минус 7 равно 10. В ответе 10. Третья цепочка. 9 плюс 5 равно 14. 14 плюс 6 равно 20. Вспомним счет десятками и вставим пропущенное число. Ребята, посмотрите внимательно, какие же числа пропущены на линейке. Правильно, это числа 40 и 80. На экране даны примеры. Решим их. 70 минус 50 равно 20. 20 плюс 60 равно 80. 90 минус 60 равно, правильно, ребята, 30. 90 плюс 10 равно 100. 80 минус 40 равно 40. 59 плюс 1 равно 60. 19 плюс 1 равно 20. 80
минус 1 равно 79. 18 плюс 2 равно 20. Телеурок. Разберем тему урока. Новое понятие – поместное значение цифр. Что же это? Поместное значение цифр. Каждая цифра в записи числа обозначает определенное количество единиц или десятков и имеет свое место. Рассмотрим следующие числа. Нам даны 13, 58, 31, 85, 80. Обратите внимание на числа 13 и 31. Одинаковая ли роль цифры 1 в записи этих чисел? Нет, так как в числе 13 цифра 1 обозначает количество десятков, а в записи числа 31 цифра 1 обозначает количество единиц. Поэтому 13 меньше, чем 31. Теперь рассмотрим подробнее число 80. Что же означает цифра 0 в записи этого числа? А что означает цифра 0 в записи этого числа? Она означает, что в разряде единиц нет единиц. Как называются такие числа? Такие числа называются круглыми. В числе 58 8 единиц и 5 десятков. В числе 85 5 единиц и 8 десятков. Единицы стоят на первом месте справа, а десятки на втором месте в числе. Ребята, отработаем теперь запись чисел под диктовку. Запишите число, в котором 3 десятка и 6 единиц. Это число 36. 6 десятков. Правильно, это число 60. 6 десятков и 3 единицы. Это число 63. 4 десятка и 1 единица. Это число 41.
9 единиц и 1 десяток. Это число 19. Расставим теперь эти числа в порядке возрастания. То есть записать ряд чисел, начиная с самого маленького и заканчивая самым большим. Начинаем сравнение с разряда десятков. Найдем число, в котором меньше всего десятков. Такое число 19. В нем всего 1 десяток. Затем идет число 36, так как в нем 3 десятка. Затем число 41. В нем 4 десятка. Остались числа 60 и 63. В них одинаковое количество десятков – 6. Поэтому необходимо сравнить разряды единиц. Сначала запишем число 60, так как у него в разряде единиц стоит цифра 0, а затем 63, так как у него в разряде единиц стоит цифра 3. Получаем числовой ряд 19, 36, 41, 60, 63. Ребята, теперь давайте для каждого числа запишем предыдущее и последующее числа. А какие же числа называют предыдущими, а какие последующими? Предыдущее число – то число, которое при счете следует перед данным числом. Последующее число – то число, которое при счете называют сразу после данного числа. Число 19. Предыдущее число 18. Последующее число 20. Число 36. Предыдущее число 35. Последующее число 37. Число 41. Предыдущее число 40. Последующее число 42. Число 60. Предыдущее число 59. Последующее число 61. Число 63. Предыдущее число 62. Последующее число 64. Телеурок.
Поработаем над определением количества десятков и единиц в числах. Число 74. Это 7 десятков и 4 единицы. Число 28. 2 десятка, 8 единиц. Число 50. Это 5 десятков. 4 десятка, 6 единиц образуют число 46. 6 десятков, 3 единицы образуют число 63. Число 100 – это 10 десятков или 100 единиц. Ребята, решим задачу. Перед вами условия. Было 15 книг, подарили 5 книг, стало неизвестно сколько. Составим по нему задачу. У Алмаза было 15 книг. На день рождения ему подарили еще 5 книг. Сколько книг стало у Алмаза? 15 плюс 5 равно 20 книг. Ответ. У Алмаза стало 20 книг. Телеурок. Урок подходит к завершению. Ребята, мы с вами сегодня на уроке математики научились образовывать числа до 100 и значение цифр. До свидания, ребята. До новых встреч!